Вот это вот 850 рублей. Минтай. Можно было, конечно, там поесть. Но я, как истинный турист на природе, поел, осилил меньше половины, наелся у питательной вещи. Сейчас поеду искать шиномонтаж, сразу же сделаю шину. Ну а дальше все остальное. Запаска, по моим расчетам, должна была появиться еще во Владивостоке, как и багажник, на котором она должна была ехать. Но Marketplace посчитал, что мне слишком просторно будет в моем роскошном салоне, и доставил только часть багажника, чтобы я вез ее рядом с собой. Запаска же, по мнению Озона, вообще нафиг не нужна. Достаточно одного диска. Пришлось докупать шину в Уссурийске. Как оказалось, далеко не зря. Я отказался от непришедшей части и снова заказал ее в село Большая Речка, что почти на Байкале. Все это должно прийти после 20 числа, что меня устраивало. Осталось только смириться с коробкой, запаской и канистрой в салоне на ближайшие 6500 километров. Запаска как-то вот так встала. Ну, по крайней мере, спокойнее будет ехать. Теперь можно будет колесо поменять. Хожу по этому комплексу. Такое ощущение, когда есть один. Ну продавцы еще и все. Ну, одежды пока не вижу. Отправляясь в путешествие туда, где есть рынки и магазины, я беру с собой мало одежды, так как считаю, что все можно приобрести непосредственно на месте. Вон вещи-то. Сейчас, может, там что-то присмотрю. Купил себе по традиции панамку. Ну и 3 футболочки на смену еще. Потому что стирка у меня неизвестно, когда будет. Трусы у меня есть в запасе. Так что можно жить. Сейчас я найду заправку. По полной заполнить. И канистру, и бак. Дальше поеду на озеро Ханка. Тут такое есть знаменитое озеро. Отдохну на нем. Может быть, переночую там же, искупаюсь. Времени у меня сейчас предостаточно. До 12 числа, когда была назначена регистрация авто, было еще время почти 3 суток. А до Хабаровска, где она должна состояться, 700 с небольшим километров. Поэтому есть время еще поездить в Приморье. Да, цены дальневосточные. 92,65. На этой заправке что-то никого нет. Уже сколько, 5 минут я стою, 6. Никто не подъехал, не заправился. Ну и цена какая-то мне удивительная, скажем так. Ну, конечно, наверное, здесь такие цены и есть. Поеду на другую заправку. Заехал я сюда куда-то. Хотел отдохнуть. Какая-то частная территория. Проход проезд запрещен. Там, я так понимаю, какие-то ули, пасека, что ли. Ну, отдохну минут 20. Перекушу и поеду дальше. Доем китайский шведский стол. Или, по крайней мере, съем еще часть какую-то. Вот ложечку мне подарил мой покойный друг Сергей Смирнов. Он же Семен. Царство ему небесное. Очень пригождается, кстати.
то я постоянно ложки оставляю. А это сложил, и все. Сейчас поем, думаю, все-таки вот это надо обрезать, что у меня страшно грязный вот это вот. Пусть побольше окошечек будет, зато чистенькое, более-менее. Сломалась у меня вот эта штука, которая за 1800. Я хотел повернуть ее вот сюда вот. Она у меня взяла, чик, все. Ну, возможно, можно будет потом подклеить, но это не дело. Наверное, придется новый взять какой-нибудь. Снимки от нуля в Приморье, Михайловский район, заимка. Вот Женя попросил меня довести его. Не надо, не надо, не надо. Я дал себе обещание в ходе путешествия безвозмездно подвозить всех, кто меня попросит, независимо от их пола, возраста и социального положения. Это был первый мой попутчик, пьяный дяденька, намылившийся ехать на мотоцикле за добавкой по оживленной трассе. У него хватило разума бросить свой транспорт и попросить себя свозить туда-обратно. Я, конечно, согласился, а то еще разобьется нафиг. В благодарность он выпустил меня через секретные ворота. Решил я доехать до границы России с Китаем. Здесь, в общем-то, недалеко. Справа будет скоро озеро Ханка. Озеро Ханка там где-то и китайскую часть имеет тоже, за границей. Хасан – пресноводное озеро в западной части Приморского края. По северной его акватории проходит граница России с Китаем. До этой границы я и решил доехать. Я прилепился сзади к китайскому большегрузу. Эта тактика имеет свои плюсы и минусы. Плюс в том, что ты где-то отдыхаешь. Дорогу за тебя прокладывает водитель грузовика, объезжая все ямы, которые ему лучше видно, и вовремя притормаживает. А тебе остается только следовать за ним, смотреть на стоп-сигналы и вовремя жать на тормоз. При скорости, близкой к 90, если ты следуешь за фурой, происходит некоторая экономия топлива, так как эта громада прорезает воздушный поток и берет основную часть сопротивления воздуха на себя. В этом я убедился экспериментально. Из минусов существенно закрывается обзор. На грунтовке пыль вся твоя. Но если сзади следует какая-то фура, то это уже существенный минус. Есть риск быть зажатым между ними. И водители сами мне не раз высказывали свое недовольство, если перед ними маячит табуретка типа моей. Поэтому лучше пропустить ее вперед, чтобы не стать бутербродом. Я доехал до границы и развернулся назад, чтобы искупаться в озере. Вот это озеро Ханка. Люди купаются, даже целый палаточный лагерь.
паркуюсь, тоже нормально. Дальше скажу, куда. Попробую дойти до границы, насколько возможно. Если меня не арестуют, конечно. Я так понимаю, вон тот домик, это и есть граница уже. За той вышкой, за тем домиком уже китайская территория. Туда я не пойду, а то сейчас могут на 3 суток до выяснения личности задержать меня. Скупаюсь я здесь. Сейчас еду по полю. Не знаю, что это растет такое. Хочу к озеру подъехать немного с другого ракурса. Я хотел зайти отсюда, проехать по полю немного на машине, а потом пройти до берега пешком. Смотрю, что дальше. Дорога идет. Нет, я здесь проехал, конечно. Другой вопрос, есть ли смысл. Какое-то заброшенное здание. Спустился я сюда. Дальше уж точно не поеду. Кто-то бампер здесь оставил. Тут вроде, судя по карте, какое-то озерцо должно быть. Что-то тут, похоже, ловит. О, да. Что-то тут ловится. Сюда эта дорога идет. Периодически тут кто-то бывает. Понятно. Мне надо разворачиваться и ехать домой. Ехать дальше. Там, похоже, кто-то едет. Кому-то я, наверное, дорогу перешел. А, на мотоцикле. На квадрике-то они проехали. Сейчас мне надо развернуться. В общем, еле выехал я оттуда. Из колей, из этих. Движок слабоват. Короче, это не внедорожник. Это так, машинка для легких бездорожий. Но он не для таких колеей. Я был удивлен, что куропатки здесь
гуляют по дороге и совсем не боятся машин. Но когда я начал подходить, все они попрятались в траву. Ну не утки точно. Я ехал мимо. Просто тут целый выводок сидел. Прям много-много их. Сейчас может еще кто-то залетит. Кто-то еще прячется. Нет, улетели. Ну ладно. Надо же, какая красота. Прям субтропики какие-то. Но мимо такой красоты я не смог проехать. Зашел я в этот магазинчик в деревне, который проезжал мимо. Купил опять себе вредных продуктов. Пирожок. Какая-то якобы мохито со вкусом клубники. Конфетки какие-то. И что еще тут? Солями. Дорогое. Сейчас доскреплю до заправки. Она, по-моему, в этой деревне и есть. Заправлюсь. И можно будет, наверное, потихонечку уже искать ночевку чуть подальше. Бак у нее 27 литров. Я заправляю 26 сейчас. А вот так выглядит озеро Ханка. Немного с другой позиции. С поселка Камень Рыболов. Пей молочко, моя хорошая, пей. Пей, пей, пей. Пей молочко. А здесь какой тарантул сплел паутину. Вон. Никто не пролетит. Море. Оно туда еще дальше продолжается. Ну, ночевать вторую ночь я буду здесь. На остановке, за остановкой, вернее. Проезжая остановку. Хотел заехать, а вот заезд есть дальше. Туда заехать. Там частная территория и встать особо негде. И забор. Поэтому сейчас уже темнеет. Смысла не вижу дальше ехать. Да и здесь нормальное место. Вот там карманчик для меня. Специальный. Это девушка Аля, которая меня ведет. Вот такой ниагарский у нас водопадик. Пробил я колесо, на яму наехал.